Сейчас почитаю в Ютубе. Валид Орстрой одинаково дуй. Цвантурваш сани бош. Бохваш дервой буца нюка. Тадак. Цвантрой бу. Вот с ними братские ветки у Орстрой. Практически можно сказать, это одно целое, один массив. Что Цвантрой, что Орстрой. Ну и Орстрой это не все же. Орстрой это не тейп. Орстрой это как целый тухум, а сравнивать это нехорошо. Среди Орстрой вот большинство веток, правильнее будет сказать, большинство орстройских веток это братские ветки Цвантеровой и Вашдеровой. Если говорить про Мержевой, Циечевой, вот их я имею в виду. Арстхойцы-карабулаки, еще со старинных времен, были известны тем, что они были достаточно воинственны. Давайте посмотрим некоторые источники. Русский историк и путешественник по Кавказу М.А. Иванов в своем дневнике писал: «Обилие остатков древних построек, могильников пирамид и могильных бугров в ущелье должно, несомненно, указывать на значительность населения страны в прошлом. Кто же здесь жил и куда девались эти аборигены? Собранные мною по этому вопросу сведения не дают ясного освещения прошлого, но тем не менее я считаю не бесполезным их привести. Насколько сохранилось в памяти стариков-туземцев, представляющих отпрыски господствовавшего в стране населения, здесь жили карабулаки. Буйный, беспокойный и очень храбрый был народ, говорят о них их западные соседи ингуши, как известно, еще и в наше время не могущие назваться спокойным элементом. Имея большое родство по коренному языку с ингушами с одной стороны и с чеченцами с другой, карабулаки постоянно беспокоили своих соседей набегами, угоняли скот и уводили пленных, за которых и брали после выкупы. По существующим преданиям, в очень отдаленном прошлом в стране свирепствовала какая-то болезнь, от которой люди умирали во множестве. К этому времени относят постройку пирамид могильников. Заболевавшие или приходили сами, или были приносимы в эти ужасные помещения, располагались на помостах и дожидались смерти. Сюда же женщины приносили детей вместе с колыбелями. После этого мора немного уцелело буйных карабулаков. Наставшее позднее время газовато тоже унесло немало храбрецов, а после взятия края русскими, неуживчивые даже и со своими соседями карабулаки покинули страну и переселились в Турцию. Те же из них, которые не пожелали покинуть родину, рассеяны теперь среди чеченцев и ингушей в плоскостных аулах, и лишь немногие живут на пепелищах своих предков. Часть ушедших в Турцию карабулаков спустя некоторое время вернулась на родину и поселилась в горах Малой Кабарды, образовав аул Сагопш. Через 2 часа пути перед нами забелелись постройки главного пункта старшинства селения Мериджи. Нас встретил старшина Муса Алиев и радушно поздравил с приездом. После обычных приветствий он высказал свое удовольствие по поводу моего прибытия в их место и убедительно попросил погостить у него. Нас пригласили в Кунацкую, угостили чаем и закуской, после которой мы отправились по окрестностям. Чтобы попасть в ущелье Газган-Чу, надо предварительно спуститься на дно долины Мериджи, правый склон ее от селения идет большими уступами, вначале округлыми, по которым разбросаны небольшие кукурузные поля и огороды, ближе к речке становятся крутыми, обрывистыми. На одном из них одиноко стоит пирамидальный могильник. Прочная постройка почти нисколько не тронута временем и непогодами, на наружных стенах ее вполне сохранилась побелка. Каких-либо остатков в этом могильнике, однако, не сохранилось. Говорят, что все содержимое пирамиды было сожжено полчищами Шамиля, придавшими разрушению многие башни местного населения, за непокорность прославленному имаму. М.А. Иванов. Источник «Известия Кавказского отдела Русского географического общества». Том 17. 1904 год. Тифлис. Даргинский историк Уздият Башировна Далгат в своей книге пишет, по другому чеченскому преданию, некий Акинеце по имени Арштхоа, выселившись из своего общества горного Акинского общества и спустившись своим родом в Бамутское ущелье, основался у источников, называемых черными ключами по-кумыкски, Карабулак. От населения, основанного здесь Арштхоа, образовалось особое общество, называвшее себя Арштхой.
Существовали раздоры не только между фамилиями, но и между родами, а кинцеи, от которых, по преданиям, произошли арштхойцеи, карабулаки, считались самым воинственным, непокорным народом. Вражда обществ и фамилий запечатлялась и в эпосе чеченцев и ингушей, где набеги и межродовые раздоры занимают определенное место. По некоторым историческим сведениям, арстахой-карабулаки в период межродовых и межфамильных раздоров были наиболее воинственным и непокорным обществом, которое устрашало и подавляло слабые фамилии и роды, выселявшиеся с гор на плоскость. В те далекие времена Орстхой-карабулаки активно участвовали в поимке пленников и продаже их в Дагестане, в селении Эндере, бывшем на Северном Кавказе центром работорговли. Учитывая довольно сложные и противоречивые внутриплеменные и межплеменные отношения, имевшие место на Северном Кавказе в отдаленные времена, вполне вероятно предположить, что исторические Орстхой-карабулаки могли запечатлеться в памяти народа как люди суровые и мужественные. Возможно, что синхронные рассказы о набегах и грабежах сильного воинственного племени Орстхаев-карабулаков в ретроспективном восприятии народа смешались с древними эпическими образами. Тогда-то в процессе эпизоцеи Орстхайцеи могли внедриться в эпические сказания, превратившись в героическое богатырское племя. Источник, книга, У. Б. Далгат. Героический эпос чеченцев и ингушей. Сайт, Чеченское государство. Путь Ахмад Хаджи. Чеченская библиотека Пашкова романа. Русский историк И. Л. Бабич в своей статье приводит интересные данные про карабулаков уже в послевоенный период Большой Кавказской войны. А также русский историк Белевич К. приводит интересные данные про карабулаков уже в послевоенный период Большой Кавказской войны в своем дневнике. Историк И. Л. Бабич пишет, к 1850 году карабулаки вошли в состав России, но при этом отказывались платить России подати, которые выплачивали другие народы Северного Кавказа после принятия ими покорности. В результате их содержали на государственные деньги. Карабулакский участок включал в себя 1500 семейств карабулаков. Производимые ими грабежи и убийства вызывали необходимость содержать в казачьих станицах регулярные войска на усиленном довольстве. Требовалось иметь управление собственно участком, канцелярию, охрану, штрафы участкового начальника и других работников. Все это обходилось правительству, как отмечено в архивном деле, в 19 тысяч рублей. Русские власти вычислили, что каждая карабулакская семья стоила российской казне 12 рублей в год. С точки зрения российской администрации дешевле было выселить карабулаков, чем содержать. Как удалось так быстро уговорить карабулаков? У нас нет об этом сведений. Известно лишь одно, что в это время стали широко распространять слухи, что карабулаков-мусульман будут насильно христианизировать. В результате переселения в 1865 году удалось избавиться от самой беспокойной части населения, в том числе и карабулаков, слывших за отъявленных разбойников, нападавших постоянно на второй Владикавказский полк. Одного из главных карабулакских абреков, наиболее яро боровшихся против России, Астемира, отправили в Турцию с первой же партией. Любопытно, что в 1830-1840-е годы часто чеченские отряды, воюющие против России, возглавляли карабулакские харизматические лидеры. Повторим фразу военных: много доблести и масса денег потрачены на обуздание и усмирение карабулакского племени, хотя и малочисленного, но по географическому положению своему и крайне хищническому складу, представлявшего огромные затруднения на каждом шагу. Эмиграция одного из народов Северного Кавказа, карабулаков, может рассматриваться в контексте российской политики в регионе как принудительно-добровольная. Этот же характер механизма переселения был свойственен и другим народам Северного Кавказа. Но были и отличия: если другие народы региона были выселены лишь частично, то карабулаки – почти полностью. В результате произошло исчезновение одного из народов с этнической карты региона. Такая же участь постигла некоторые народы западных адыгов, например, убыхов. Источник И. Л. Бабич. Переселение карабулаков в Османскую империю в контексте российской политики на Северном Кавказе. Историк Белевич К. пишет: труднодоступное убежище хищных карабулаков, куда из ближайших покорных и непокорных нам обществ постоянно стекались все беглые абреки, имеет вид дугообразной полосы,
из второстепенных кряжей гор и глубоких между ними теснин. С тех пор до падения власти Шамили протекло 19 лет, и только в течение этого времени лесистая плоскость Чечни была нами до предгорий от непокорных очищена, а их аулы уничтожены в прах. На местах их теперь растет высокий бурьян, и вблизи безмолвствуют обширные кладбища с бесчисленным множеством шестов и прикрепленных к ним разноцветных лоскутков на могилах убитых джигитов. Но куда исчезло отсюда, по-видимому, густое население самого воинственного племени на Кавказе? Пала ли большая половина его с оружием в руках, или она во время беспримерно упорной борьбы переселилась в другие места? На первую половину последнего вопроса можно отвечать положительно. Потому что с 40-х годов в Чечне, в особенности в Малой, ежегодно разыгрывались кровавые драмы, давшие обильный сбор человеческих костей. Источник Белевич К. Вспоминания о слепце Овии Пасеке. Военные рассказы. Историк Зисерман А.Л. Полковник кавалерии, военный историк Кавказа и мемуарист, в своей книге пишет: «Вся эта долина, до правого берега реки Терека, заселена ингушами, назрановцами, галашевцами, карабулаками и чеченцами, принадлежащими по языку и обычаям, с незначительными различиями и оттенками, к одному чеченскому племени – Нахче». Источник Зисерман А.Л. 25 лет на Кавказе.